Свою трудовую деятельность артистка начала в 1957 году в Кыргызском государственном академическом драматическом театре. На сцене Кыргызского театра ею были созданы такие яркие образы, как Катарины, Дездемоны, Кишимджан и другие. В 1989 году Джамал Сейдакматова впервые за всю историю Кыргызстана открывает частный театр «Тунгуч». В театральном искусстве она внедряла новые методики и выводила спектакли на новый международный уровень. Также актриса принимала участие в международных фестивалях Колумбии, Турции, России, Казахстане, Узбекистане, Китае и Таджикистане и становилась обладательницей престижных театральных премий. В 2016 году в Лондоне на международном театральном фестивале Джамал Сейдакматовой была присвоена номинация за вклад в мировое театральное искусство. Она была очень простой, несмотря на свое такое величие и славу. Она была вне всяких амбиций, вне всякого самолюбия. Она не различала там, дебютант приглашает ее на съемки или на постановку, или опытный мастер. Она ко всем шла. У мастера научилась, дебютанта она учила, понимаете. И она, самое главное, до конца сохранила навыки своего высокого призвания. Джамал Сейдакматова внесла огромный вклад в развитие кыргызского киноискусства. Карьеру киноактрисы она начала, снявшись в фильме «Далеко в горах». Артистка была лауреатом государственной премии имени Токтогула Сатылганова, кавалером 2 орденов Манас. Также она сыграла роли во многих известных художественных фильмах, таких как «Джамал» в фильме «Улыбка на камне», «Бегаим. Потомок белого барса», «Зуры. Долина предков», «Курманджан Датки», «Курманджан Датке». Где бы она ни была, она всегда всем желала только хорошего. Каким она была талантливым человеком, как она играла свои роли, сколько людей выросли на этих фильмах, какую мы огромную потерю понесли. Люди плачут и очень сожалеют, сердца болят. В 1976 году Джамал Сейдакматова была удостоена почетного звания «Народная артистка Кыргызской республики» за особый вклад в развитие кыргызской культуры. В 1986 году за создание образа Каныке в пьесе «Манастын Улу Семетей» стала лауреатом государственной премии имени Токтогула. В 2003 году Джамал Сейдакматова награждена орденом Манас 3-й степени, а в 2019 году орденом Манас 2-й степени. Также она была награждена золотой медалью международной организации «Тюрксой». Джамал Сейдакматова родилась в 1939 году 31 сентября в селе Темировка Иссыкульской области и скончалась 16 февраля 2021 года на 82-м году жизни. Джамал Сейдакматова навсегда останется в сердцах кыргызского народа. Мы чтим память и выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшей. Айджан Аманова, Улугбек Сулейманов, Нью ТВ.